Так, друзья, наше доброе сегодняшнее утро начинается с такого вот доброго блюда. Консервы с дикой уточки, супец, поджарочка, все. Вкусняшка получилась, вообще супер. Вот так вот. Горяченькое надо обязательно. В общем, сегодня позавтракаем, посмотрим, если будет такая же петрушка, как и вчера, в смысле с клевым. Будем решать, возможно, завтра уже будем собираться. Потихонечку, тем более надо еще, не может выезжать на автомобиле до места, это 700 километров. Да. Посмотрим, домой приедем, порешаем. Ну да, там видно будет, ну, посмотрим. Просто мы решили, пока всю тару рыбой не забьем, отсюда не поедем. С таким клевом нам придется здесь зимовать. Ну да, конечно. Со Славкой получилось, но и то. И вон эту тару мы забили, а себе что там, ведерочку взял. А тут, в принципе, что, по 20-очке поймали? Поймали, конечно, куда? Куда больше, зачем, что, в целом. Нормально. А зато отдохнули вот так вот. Вчера вообще что-то хотели немножко посидеть за ужином и пораньше лечь спать, чтобы пораньше встать. Ага. Я смотрю, уже рассвело, короче. Я смотрю, уже рассвело. Ну, вообще. Пока то все. Вообще отлично. Не замечаешь времени, как-то вот общение тудым-сюдым. Ну да, за разговорами вообще. Рыбацкая вообще сила. А вот это вообще не рекомендую. Магазинское это какашка полная. Вот это вот вещь. Остальное, как ее люди пьют. Да. Так что. Так, субой. Горяченького, вкусненького. Не знаю, посмотрим. Да, попробуем, что Сегодня покажет. Что-нибудь мы все равно найдем. Кто ищет, тот всегда найдет. Смотрите, друзья, что творится за окном. Мало того, что был ветер, так еще и пошел дождь. Это конец фильма. Наша лодочка ждет нас. Но пока точно не дождется, потому что выходить при такой погоде на речку, это, я считаю, неправильно. Это уже будет не рыбалка, это уже будет мучение, да и риск, опасно, волна большая. Переждаем. Ждем у моря погоду, получается. А что делать? Перекусили. Брюхо набили вкусно, вот так все было. Посмотрим. Нет погоды. Мало того, что не клевало, так еще и погоды теперь нет. Хотя по прогнозу было все нормально, без дождей. Так и верь, потом по прогнозам этим. Ладно, подождем. Ну, наконец-то, не прошло и полгода. Наконец-то дождь прекратился, вышло солнце. И время у нас уже 3 часа ровно. Вот так вот весь день в избе. Ну, отдохнули, поспали немножко, поели вкусняшек всяких. Сейчас попьем чайковского и вперед. Наконец-то. Надеюсь, это уже все, до вечера будет наш. После дождя клевать должно. Ну вот и наступила наконец-то хорошая погода. С утра пришлось сидеть дома, потому что был сильный ветер, дождь. И вот только-только все устаканилось, все получилось. Время уже 4-й час.
Ну что теперь, с погодой не поспоришь. Зато Андрюха приготовил отличный суп с утиных консервов. Поели, отдохнули, полежали, поболтали. Тудын-сюдын, Чайковский. Заправили бензинчику. Полный стал, да, бак? Полный бак. Этого нам хватит на сегодня, на завтра и на обратную дорогу, я так думаю, должно хватить. Посуду вон собрали, привезли, принесли. Потому что на реке удобнее мыть, чем в тазике там все. И все, теперь на полных парах выдвигаемся. Куда, вверх, вниз. Наверное, все-таки поедем вверх, попробуем те места. Да, я так думаю, что-то нижние места, как бы они рыбные, щука и все такое есть, но вся рыба еще в траве. И получается, она с травы еще не вышла, а вода недостаточно еще упала. Так что будем рыбачить на разливах, вот где мы поначалу пробовали. Когда-то должно начаться уже в конце концов. Это все оставляем здесь, не будем тратить пока времени. Выезжаем вечерком. Я думаю, часа 2 придется нам выделить еще на чистку рыбы, да? Ну да. Все будет, все, погнали. Вода падает на глазах. Но немножко недостаточно еще. Нужен еще уровень, я говорю, где-то с полметра, чтобы упало. Может, сантиметров 30. Было бы все шикарно. Ну да, малька до хрена мелкого. Мы как-то приехали сюда, бац, чистим рыбу. Смотрю, малька, всплески такие, хлоп-хлоп. Вечерочком, блядь, намели. Удочка прям плюх-плюх. Да ёшкин кот, сколько можно, я не помню, с кем мы были уже. Тут еще эта рыба, блин, не почищена. Мы давай тягать ее. На, держи. Говорю, есть моменты, когда он клюет как бешеный, пофиг где, что, на что, блин. А есть такие моменты, что он, ты хоть что с ним делай, не возьмешь ты его. Вода обмелела. Вон, смотри, вся дамба уже вышла, да? С начала рыбалки. Ну, с Богом. Сегодня мы просто не должны, мы сегодня обязаны вернуться с хорошим уловом. Будет, не будет, бам. Будет, не будет, бам. Будет, не будет, бам. Походу не будет. Нет. Без бама. Будет, не будет, бам. Будет, не будет, в хлам. Смотри, пока тишина. Будем искать. Будем. Здесь он есть как бы. Вон сети мужики ставили, говорят, одна проверка, 3 ведра. Вот и вся рыбалка. Если бы нашей целью было заготовить рыбу впрок, может быть, так и сделали. Но мы изначально как бы выехали без сетей и поймали. Но не всегда бывает то, что. Но с другой стороны, все-таки мы увидели вот, да, то, что вот это как иногда клюет. Смотри, не хочет, ладно. До первой поклевки. Блин, запутались. Нет контакта. Ага. Травка помешала. Мушка зацепилась об траву, и окунь ушел. Ну, это уже хороший знак. Все-таки нашли поклевку. Поплопопер, может, сработает. Поплопопер нас еще никогда не подводил. Ну да. Ты там, смотрю, морковку, да, зацепил? Да, я думаю, попробую сейчас вот не морковку. Не совсем, да, такая Да, красная. да. Красная. Розовую брал, красную. Якорь, ну ладно, пока не будем якорь. О, есть. Да.
получается. Вот. Ну, такой середнячок. Не горбач, как тогда, помнишь, да, стайка? Ну, нашли стайку, хлоп-хлоп. Так, если еще одна поклевка будет, пойдем выше туда и закинем якорь, да? Чтобы нас не сносило. Есть, да? Ну все понятно, значит там стайка стоит. Значит там стайка стоит. Все, едем. Едем и якоримся. Не дорос. Стали на якорь. Как бы поклевка была раз, поклевка два. Ну что-то не очень. Вот небольшого окушка выдернул. Андрюха решил испытать поплопопер с резиночкой. Что-то тоже пока тихо, да? Все не так и все так. А у нас тучка опять набегает. А мы плащей не взяли. Оставили в доме. Есть шанс как бы намокнуть, если... Опа! О-о-о-о! Ну иди, не ссы. Вот кидай сюда, Андрюха. Ладно, сейчас я тоже поплопопер достану. Что-то они походу стеснительны сегодня. Что-то им не нравится. Вот так вот. Где-то здесь он был. Сам видел, такой неплохой окунь. Все, друзья, гасимся. Что-то мы мимолетом, вон что идет. Темень сплошная и гроза громыхает еще. Вон солнце сейчас закроет и все, труба дело. Все, летим деревню обрать. Порыбачили твою дивизию, блин. Что-то начало меня это уже напрягать, бляха, все. Не взяли плащей. Да и какой плащ? Она сейчас ветром с грозой придет. Тут надо валить по-быстрому. Валим. Блин, еще и мелко сейчас здесь будет. Чернота аж прямо надвигается. А там благодать. А здесь все. Конец фильма. Что получается? Убежать мы убежали. Вот она, деревня. Опять приехали к деревне. И смотри, что творится с тучей. Шла темень. Просто она разошлась. Часть темени ушла на правый берег. Часть темени ушла на левый берег. И не поймешь, как они идут по всему фронту. Что-то сюда передвигается, что-то уходит вправо, что-то уходит влево. Я такое вообще редко вижу. И громыхает, да, реально гроза вот слышно там вдалеке. И посередине дальше вот там тоже чисто. И как бы лучше, конечно, это все переждать дело, потому что видно, что дождь поливает. Как бы вариант здесь сходить за плащами, да? Чтобы не мокло. В общем, успели помыть зато всю посуду. Отмыли жирненькие, тут поджарка была. Котелки, посуду, тарелки, все помыли. Хотели помыть это все вечером по приезду. Все сделали, ждем. Ждем море погоды. А ее все нет и нет. Ну что, еще попробуем. Помыли посуду, отнесли домой. Взяли с собой плащи, чтобы больше не убегать от дождя, от туч. Взяли с собой снастей еще, всяких новых разных резинок. Одних резинок, других. Ну, снастей как бы хватает. А ловим
Правильно Андрюх сказал, на 2 снасти, которые там вертушка и резинка, все. Надо, рыба есть, и если рыба не ловится, надо пробовать все. Так что попробуем. Еще одна попытка, еще один рывок. Одна попытка. Что-то плохо заводиться начал. Я не помню, в 13 или 14 году покупал. Но пару лет не работал. Год он точно висел. Сейчас вот прошлый год опять же он не работал. Да, прошлый год я не отпускал его. Сезонов 5-то по-любому отъездил. Так, ну чё? Там ничего не дало. Пошли напрямую просто на дамбы здесь и самосплавом пойдем между дамбами в траве кидать. В принципе, рыба здесь есть. Рыба есть везде. Где нас нет. Где мы есть, она уходит. Еще раз. Еще одна попытка, еще один рывок. У меня тоже поклевка. Есть начало. Что, ведро или в лодку покидаем пока? Лодку давай, что? Можно и ведро, блин. Ну, лодки они немного поживут, как бы. Это радует. Не знаю, как будет дальше, но пока так ничего. Вчера он тоже сразу с первого заброса на обрубок хариуса поймали, и потом тишина. Весь день была. Мне кажется, немного поближе надо к берегу подъехать. Нормально, что, полкилошка стандартно. Конечно, берем. Ничего себе. Вертушка, да? Вертушка, да. Возле лодки прямо хапнул. Ты не понял, да? Брык. И тут сразу. Оп, даже это непонятно. Хорошо. Это уже хорошо. Там за травой, да? Да, сразу 2 попытки подряд. Опа, кабан такой хороший. Кабанчик, да. Ох ты, брат. Че, подъедем туда? Давай вот туда, вот тут что-то вот удары такие идут. Раз, два. Красавец, да, братья? Вообще красавчик. Ну, Ага, соскучился за ночь по рыбалочке. Провалялись. Такого инстаграмчик. Сетки не было, вон палка стоит, блин. Я что и говорю. А вроде не натянута, снята сетка, значит. Если не расшугали всех. Шугали, конечно. Ставил слово. Да, она сильно мотора не боится. Это язь может быть, да? Я попробую рыбку покать. Такой же, да, красивый? Смотри, красавчик. Ну, Володька. О, добряки. Черские окуни. Шел одного пожарить и все, не надо, забылся. а это верховой, блин, получается. Травы вот как-то вот непонятно. Верховая рыбка. А вот это? Да, без заглубления. Не пойдет. Это на мелководье хорошо.
Видишь, вот верхом идет. Да, понял. Так, сейчас чуть ниже пойдем. А, можешь уже якорь кидать, кстати. Постоим. Как раз пока натяжечка будет. Я не понял, слышишь, Геннадий, что это нравится? А? Наверное, с другой стороны вы. Ну. И теперь, значит, хуй, ну. Не страшен сижу волк. Ну вот и дождичек долгожданный, наконец-то. Мы тебя так долго ждали. Мы даже никуда от тебя не бегали. О, красота. Целый день убегали от дождя, все-таки он нас догнал. Так вот, смотри, с другой стороны вы. Закрываемся. Так, полило, дождичек прошел. Зато вышла вот такая красавица радуга, двойная аж. Вот раз и два. Не знаю, видно, не видно. Поклевок нет. Сколько-то там, двух горбачей, да, выдернул? Банчиков, ну, Двух горбачей вот Андрюха выдернул, и все. И тишина. Вон, проплыли уже метров 200, наверное. Резина, вертушка. Бесполезно. Но главное, и там двойная. Вот здесь она теряется. А нет, видно, видно. Первую видно хорошо. Вторая где-то теряется в тучах. Там с Славиком рыбачили, короче, это. Радуга от нас прямо пошла, вот. С лодки прямо. Четко так прямо в воду вошла. Но тогда нас полило, помочило, и вечером после дождя был просто, ну, жор реальный. Вот щука брала каждый заброс. Дай бог, чтобы сегодня хоть так было. Щука пустая, вся голодная. Что не берет, хрен его знает. О, есть поклевка на резинку. Окунь довольно-таки неплохой. Вот такой вот окунечек. Энскаден. Клюнул на твистерок. Или виброхвост. Ладно. Дома погуглим. Или мы что-то вроде гуглили, да? Воблер, твистер. В общем, я всегда думал, что твистер это с обрубленным хвостом, а виброхвост он с длинным хвостом, который болтается. Лёха говорит, что наоборот, ну не знаю. Так что можете писать в комментариях, кто что думает по этому поводу. Кстати, немного переделал, поставил просто на джиголовку вот эту резинку. Скажем так, уже не ошибемся, это резинка. Было на офсетном крючке и на чебурашке. Вот. Вообще не работало. О, утки. Сели и взлетели, и дальше полетели. 4 утки. Утка есть, это радует. Скоро откроется охота. В эту субботу, наверное, уже охота откроется, я так думаю. 3-я суббота, короче, августа вроде бы. И мы порезвимся, если будет время. Сейчас уже рада каждой поклевке, да? Ну да. Какие-то кабанчики красивые. Красавцы, да, хорошие. Опа! Радуемся каждой поклевке. Радуемся каждой поклевке. Кабанчики красивые с лодки, на тебе. Вот это реально повезло окуню, блин. Андрюха спортсмен, блин. Вот это спортивная рыбалка, я понимаю.
Ну, О, смотри, стая, да, хорошая стая. Штук больше 10, штук 15-20, наверное. В такую лодку не попал. Я левой рукой понял, неудобно, и вот так как-то. Да. Вот этому окуню реально повезло. Он в рубашке родился, полосатый. Вон утки. Не знаю, видите, не видите, это камера. Короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Я же говорю, 18 штук. Две стаи. Два выводка получается. 10 и 8. А там же еще мамка. Не знаю. Они уже одинаковые. Выросли. Весна была ранняя. Утка яйца отложила рано. И они уже давно летают. Вон какой, смотри, кабан. Все, я понял. Сейчас закинем якорь. Окунь есть, это хорошо. А? Вот за струей. На спаде. Все, кидай. Перекат, дамба, и под спадом, я так думаю, мы сейчас его должны, потому что бывали времена, неплохо эта дамба кормила, прямо одного за одним вот выдергивали, и никуда даже ехать не надо было. Сейчас проверим. Сейчас мы проверим. Чуть-чуть немножко ниже надо. Чуть-чуть ниже, да? Вот так вот. Так вот будет нормально. Напротив бревна где-то зацеп был. И вот он зацеп там, блин. Бревно какое-то. Мы тогда с Лайком тоже это сильно не заглубляя. Вот здесь где-то зацеп. Типа бревна что-то. А нет, трава. Трава. Видишь, по большой воде здесь у нас ничего не получилось. Попер. Попер, да, в таких местах рулит, да. Неужели один? Блин, так обнадежил. Утки все кружат. Так обнадежил. Как показалось, просто течение. Нет, но все равно хороший. Хороший, конечно. Школьник. Ну-ка, попадешь, нет, на этот раз. В этот раз я сделаю по-другому. Чуть нежнее. Чуть нежнее. Под баллоном, короче, когда-нибудь понял, где-то там хапнул. Там? Да, водил, блин. Ага. Хап, есть. Откуда, что ли? И все-таки он клюнул. Ну, я говорю, на струе, а тут по струе они должны, по идее, сидеть. Вот хороший. Все-таки устоял. Тихо. Кабанчик. Ну, нормальный, да, такой? Все-таки он клюнул. Есть, выеживается, получается. Тут его немерено должно быть. Только, не знаю, подождать, может, вечером заклюет. Хрен его знает. Ни одного крупного всплеска. Одна мелочь. О, есть. Нет, ушел. Что-то было похоже.
А, трава. Это даже не трава. Это вот такой вот очередной полосатик. Может еще раз клюется, разловим. Потихонечку здесь. Есть, но каждый, не знаю, здесь 20-й заброс, наверное, только. Нет такого, чтобы одного за одним. В принципе, вот эта резина Lucky John тоже съедобна, по идее она даже пахнет. Летом хорошо работала, сейчас не хочет. Летом все брало на нее, и я здесь щука, и я говорю, я даже не менял ничего, поставил и разорвали бедную одну резину в хлам, до последнего брала. Лево право? Ушел. Ушел? Хорошо, блин. Сразу видно, что крупный. Хорошо сопротивляется. Тем более такую палочку. Вообще приятно прям дергать. У меня реально сейчас палка стала обрубок. Ну, да, тебе надо что-то сделать, да. Верхушку попробую, но отдельно заказать. Хороший. Надо искать его, да. Кто-то сытый, кто-то может быть голодный. О, малька сколько здесь, мама дорогая. Такая, шок, А? шок такой, да? Да-да-да. Тут и щука, и язи, все что угодно может быть. И окунь. Все что угодно, кроме хариса. Так, там уже весело стало у нас. О, смотри, какие жирные. Падай. О, упал. Холодно, да? О, блин, давай поклевка, давай. Давай, моя хорошая, давай. Блин, ты же сказал тырк-тырк. Что-то не тырк-тырк. Поклевочка? Ну, трава там. Сейчас, кстати, поплавок попробовать, наверное, все-таки здесь. Я думаю, она заработает. Да, я видел, что она хорошая была. На канале не увидят, только и так никто и не узнает, какие кадры пропадают. Прямо здесь вертикалку взяла, да? Я не понял вообще, но О, смотри, у меня поклевка, оказывается. Вот смотри, кабан какой. На муху взял, ну. Так что не зря муху повесил. Главное, чуть, я думаю, плотва или что здесь? Пульк, блин. Покидал, не берет. Я же тоже эту резину кидал сюда. Славка звонил, друзья. Так что не знаю, когда увидите эти фильмы. Наверное, точно в октябре смотреть будете, блин. С корабля на корабль сразу. Обычно, как говорится, с корабля на бал, а у меня с одного корабля на другой. Не успела закончиться еще эта поездка, у меня уже намечается вторая поездка. Приезжают друзья с города. В общем, сидим рыбачим, там, короче, просто огромный всплеск здоровенной щуки. И кряканье утки было. То ли щука промахнулась, то ли она там съела утенка какого-то. Ну и вот решил я поставить вот такую уточку. В принципе, она не зацепляка, я попробую погонять ее по траве, вот так вот. Не знаю, что у нас получится с этой затеей. Посмотрим. Вон тут что-то рыба какая-то, я не понял, или плотва, или это. Типа поппера, пусть вот так вот. А что, чем черт не шутит? Видишь, вон какая-то рыба, это не малек. Возвращаемся. А вдруг? Щуки здесь должно быть немерено. Но в траве обыкновенной, обером обыкновенным не покидать. Все цепляется. А вот не зацепляйка, она как раз только возьмет ли щука такую снасть.
Летом на нее один раз прыгнула. Не попала, но прыжок был. На эту уточку. Это мне Славик подогнал. Вот. Ой, моя дорогая. О, вот это я закинул. Проходит нормально. Ну, я говорю, она не зацепляет. Долгожданная поклевка. О, сразу, да, в одном месте, только это щучка. Травянка. Вот даешь шанс, да, не хотят. Она за это, за глаз, видишь? За глаз зацепилась. Это малышка. Глаз порвала, да? Чуть-чуть там сбоку задел, да. Бляха-муха. 2 раза обмотал сачок. Окучил так интересно. Так я не попал первый раз. Да, я понял. Так, что, справишься сам? Да, разберусь, занимайся. Давай. Вот это уже, это уже пойдет, только аккуратнее, сигарету уронишь. Закрутил, замудрил. Ага, здесь что, тоже получается травка, она здесь стоит, да, получается? 2 подряд, считай, вылетели. Ну, если по такой кривой будет по возрастающей, следующая должна уже быть 1,5. Как минимум, иначе. Видишь, все-таки вечером веселее, да? Ну да, вечером было, сколько вот здесь было рыбалок, вечером. О, вот он. Видишь? Хватило, аж прямо я видел, и он подошел и ударил резинку. Просто подошел и съел ее. Ну-ка. Еще. Повторения будет, нет? На вертикальную игру. Вот, смотри, что делается. На вертикалку. Это отпускаем, да? Это так себе. Давай. Гол. Смотри, глубина-то хорошая. Уже пошло веселее. Уже хорошо. Уже приятнее. На перекате главное, прикинь, да? О, смотри, что волной у тебя идет. Что-то гналась волна, видел, да? Это волна жесткая была, но... За этим шла, вот граница вот лески, вот за той фигней у тебя шла. И у меня здесь тоже поклевка была. Я что ли? Может быть, кстати, ясь, да. Но мы его не успеем поймать по-любому. Ясь, может быть, он это малька здесь гоняет возле берега. Он волной пошел. Нету клёва почему-то, вот я говорю, что-то не то. Или с давлением, или что, хрен поймешь. В глубине взял, прикинь. Да пойдет что. Среднячок покусанный, бедолага. Что-то цапнуло кто-то, щука ее. А времени остается все меньше и меньше. А столько не обловленных мест еще. Ёшкин кот, сегодня погода не дала. Мы планировали с утра. Видишь, как сейчас хрен скажешь, да, что утром творилось днем, блядь. Утром ураганный ветер, потом еще и с дождем. Да ёшкин кот, до 3 часов пришлось дома сидеть, блядь. Обломила всю рыбалку, обломила. Ой, пошло. Подъехали на моторке, тут был всплеск большой рыбы. Я прямо вот видел в этой траве, это все волной пошло. Это здесь щука, наверное. Это ясь был. Есть, да? Да. Я так думаю. Щука, она что по центру будет плехать? Ясь, наверное, что-то. Муху какую-то нашел.
устье речки вот нашей, которая чистая. Раньше здесь летом ставили сети на семгу, семга шла, ну, к холодной воде. Лето жаркое, вода теплая, и к холодной воде семга шла. И попадала семга, прикинь. Там круп... Ну так вот ставят, допустим, на глубину вот сетку крупной ячеей. И специально ждали семгу, и она попадала. Это сейчас хоть все лето она стоять будет, наверное, ни одной семги. Оп, 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 оп. Давай, давай. Давай, малыш. Было тыр-тыр-тыр. Было тыр-тыр-тыр. Давай, уже времени осталось там час максимум, наверное. Меньше часа уже осталось. Поклюйте хоть, порадуйте, ёшкин кот. Что-то кого-то... Он хороший. Хороший. Опа, опа, опа. Молодец. До лодки дошел. Говорю, было тыр-тыр-тыр. Что-то такое. Неактивно, неактивно, но дергает, подергивает. Резинка все-таки съедобная работает. Бассара от Лайки Джон. И она такая, знаешь, ну, крепкая резина, ее не рвется, а только сколько щук вот попадало, они порвались, порезалось, и пофиг. До сих пор целая, просто уже на джиг головку уже никак нацепить. Что, есть поклевка, да? Есть, но как-то... Помочь не надо? Нет, Окунь, окунь. О, красавчик. Хорош полосатик. Ух ты, ёшкин кот, у меня беда. Опять беда. Гол. Так, запутали борода. Наконец-то. Наконец-то, блин. А то уже, наверное, минут 15 тишины, да, было? да, так как у нас рыбалка проходит. На 30 забросов одна рыбка, и то не всегда, блин. Покидал поплоп. Даже поплопопер не работает, считай, прикинь. Первый день что творилось. Ну да. Просто Да. вообще. 2 раза попадали, да, там даже настоящую. 2 раза мы чтобы попадали, да, вообще прям вот так. Красава. Что творилось вообще. Ни вчера, ни сегодня вообще глухо. Вроде и вода уже падает. О, о, о. А, щуренок, да? Дурочка, ну, не знаю. Откуда здесь что-то есть, походу? Что-то тыркает, не понял. Поклевка? Когда я тоже туда попробую. Ну, струя все равно стоит, видишь? Ага. Ему там поинтереснее. Окунь тоже, да? Ушел? Он что-то цепляется, пошловато. Так они еле-еле цапают, видать. На. Ветерок, главный, поднялся. Нас вокруг этого острова крутануло. Тут хорошие окуняки за дамбой бывают тоже. Но немного здесь. Почему-то оно плохо держится, одиночки. Не попадал я так, чтобы здесь вот так бах-бах-бах. Хотя все условия, считаю, вон кристально чистая река горная, прозрачная, ну, харюзовая речка, считай. Чистая вода, свежая, холодная. Когда в жару вот вода теплая, рыба здесь должна быть километр. А ее не так-то здесь и много. Именно на этом устье вот. Вчера харюзок плескался, но не взял. Язи бывают косяком прут, вот когда в жару. Прошлый год попали, вот ночью они прям подошли. Не поймешь. Не поймешь их. Ой-ой-ой, куда я кинул? Нормально, пойдет. Никого, ни души, блин. Есть поклевка, да? Все-таки вертушка лучше работает, получается, чем резина. Тоже окунек, да? Опа. Опа, опа. Чина, най.
Но сегодня немного веселее, чем вчера. Да, повеселее, спорим. Полведерочка-то потихонечку наковыряли, наверное, уже. Или нет еще? Нет еще, наверное. Нет, Яйца. есть, да? Молодца. Я уже хотел сачок, а сачок... Такие взяли. Ловчик. Тихо, 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 тихо. Сейчас все уронишь. Иначе 3 крючка. Ага. Крепко надо держать его, живо и разговаривает. Затяни. Понял. Лапки, лапки. О, красота. Блин, у него поклевка просто. Дай спиннинг. Дакс. Идет сюда у нас пошел. Удачно остановились. В принципе, все, что есть, поймали. Рыбка, конечно, нет. Но совсем другая история. Хариус вообще редкость. Ну, сейчас в последнее время стало редко. Вот раньше, помню, я мелкий был, он все лето долбил, клевал. А сейчас поймаешь промежуток там, недельку, если золотое время вот это. Успел, половил, блин. Хотя весной на продольнике попадал хариус. Нет, да. Вот да, попадет. Даже сиги попадали на продольник, на червя вон. Ну да, я видел там это весной. Походу, да. Или что-то окунь крупный. Такое. Идет как язь. Язь. Опа. Я говорю, похоже на язя. А тут уже место езины, оно стоит. Вон, На резину, понял? подъязок. Отлично. На резину, да, ударил. Поклевка отличается от окуневой, сразу да, видно. я говорю, уже понял. У нас как бы этот... И он так хитро еще раз бывает ослабляет, такое чувство, что он сошел даже так. Да, Вообще не... Потом опять резко, он так хитро, резко. О, окунь, хороший. Хороший окунь. Вот, Инскаден. 2 поклевки подряд. Жалко, времени мало остается, скоро стемнеет уже. Есть, блин, сходу. 3-я поклевка была. Вот он, 3-я. 3-я поклевка. Жалко, уходим с того места. Да, здесь видишь, вот эта струйка. Тут и стоит, блин, рыба. Пройдем. Еще Да, если там ниже будет тихо, вот сейчас вот тишина уже. Ну, такие впечатляющие экземплярчики. Есть поклевка, да? Ага. Вот. О, волной пошел. Хороший тоже кабан, да? Кабанчик, не знаю. Молодец. Да, иди к нам, родной. О. Блин, кабаны, конечно, блин, у нас... Еле-еле, да, зацепился? Да, вон, видишь, Опа, подожди, была? Есть поклевка, есть. смотри. О, смотри, какой хороший. Есть. Я только- Нет, окунь хороший, кабан, вообще реальный кабан. Сорвется. Не сорвался. Смотри. Вообще конь, да. Есть рыба на Печоре. Только она что-то начала хитрить в последнее время, чтобы ее уговаривали. Опа, есть. Ух ты. Крупная? Мотыляет неплохо. Чусачок, а он не из-под руки. Такой же кабан, наверное, окунь. Нет, значит я, если слабину дает. Это окунь, смотри. Такой же, блин. Смотри, А если сейчас уронишь еще. стоять, брат. Красавчик, да? Вообще огонь. Смотри какой. Ага. Ну хоть немного перед темнотой, перед ночью, хоть немного успели, блин. За все наши беды сегодняшние. Щука, походу, да? Ага. Нет.
Щучка, я говорю, щучка. Какие подруги теперь? Проглотил? Заглотил, но... А где тройник еще там? Ничего, да. Ах ты, блин, еще и кусается. Пытается. Ты ему скажи, Пошла? Подруга. Стоит. Все. Вообще Время летит очень и очень быстро. Начало темнеть. Что, поклевка? Поклевка была, сход. Сход? Перепробовал уже кучу снастей. Воблеры, резинки, вертушки, одно, другое, третье. Утки, лягушки. Были поклевки немножко на резинку. Андрюха он таскает на вертушку. Половили пол-ведерочка как минимум, но это потом видим. И начало очень быстро темнеть. Мне кажется, еще он, видишь, тучи из-за этого. Мне кажется, минут 10 еще и все, надо будет, наверное, чесать уже. Более. Там вот в одном месте хорошо было. Крупный окунь-то где был. Да, там вообще понравилось мне. Что-то отъехали от того места, и здесь тишина что-то. Что, вернемся туда? Давай, Попробуем. Давай. Иди сюда. Ну вот. А? На вертуху? Вертушка, да? Проглотил до желудка. Поднялись опять на то место, где... Смотри, как жадно проглотил. Это был в одном месте, главное. Клюет. Даже отцепить не могу. Есть, да? Вот, напоследок. Скоро уже сами видеть ничего не будем. Он как-то еще видит, да? Так, потихонечку сносит. Если он, получается, здесь на течении стоит. Итак, пока совсем не стемнело, решил все-таки показать, что мы сегодня наловили. Собрал всю рыбу. Поклевки прекратились. На улице он уже темно. В общем, почти ведро. Но это двадцатка, пол двадцатки. Это у нас 3 щуки. Вот раз, два, три. Там третья где-то была. 3 язя. Таких вот средненьких, не крупных. 3 язика. И 29 окуней. Некоторые из которых даже больше, чем язи. Смотри, да? Вообще красавцы. Кабаны, ну. Вон, раз, два, считай, вон. Такой же кабан, он. Реально вот на длину 20-литрового ведра почти. Вон такие вот хорошие окунярики порадовали сегодня поклевками. Количеством не так и много, но качество сегодня порадовало. Времени было мало на рыбалку сегодня. Ну что успели, то поймали. Что наше, то наше. Все. А теперь едем домой. Будем чистить рыбу. Ну и, конечно же, ужин в рыбацкой избе. Лето не зима. Вот еще один денек позади. Самое
такая приятная процедура, это вечерний ужин. Самое лучшее, наверное. Самое лучшее, согласен. Но сегодня тоже были приятные моменты, когда вот, ну вот такие вот, Паша, Акуня, вот такие. У нас сегодня опять житель деревни в гостях. Магикян. Садись поближе. Павел Иванович, правильно, да, говорю? Ну да. Павел Иванович. То сюда только, на стул садись, на диване садись. Ладно, поближе, что ты Да, вот будешь сюда. кушать, что ли? Сядь, да, саживайся. Будем кушать. Так, ложку мне. Где моя ложка? Я вот тебе тарелку положил. Это не моя ложка. Это что? Это бычий пенис порезанный. А Пашке дай эту ложку одну. Держи, Пах. С котелка будешь или тебе тарелку положить? Давай-ка тарелку положим тоже. Не, жрать как раз не очень туда, лить, честно. А кушать? Кушать. Кушать надо. Кушать надо. Жрать не обязательно, а кушать надо, да? Ну да. Так, что, Геннадий, картоху пожарим? Я не знаю. Мне вот этого, в принципе, хватит. Достаточно, да? Да. А я штук 5 пожарю что-то. Ну, Получается. ты просто хочешь жареную картошку? Жареной картошки захотелось что-то, да? Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Да, Паш? Как день прошел у тебя? Нормально? День ты не заметил. День как день. С Леней сперва выпил, потом с Витей выпил. Еще Витя что-то носил, ну, я говорю, Не ругайся матом только, пожалуйста. Кто ругаться начал? Витя выделываться начал? Я говорю, Витя говорит, давай не ругайся. Чего ругаться ты начинаешь? Чего ты? Водка. Может, дай. Водка, вон мутная. Я уже налил. Сюда бы налил, ты вчерашнюю, наверное, не допил. День горит как день. С утра выпил, днем выпил. На вот и день кончился. А что, на похорон даже, здесь ты выпил, на похорон это без, оказывается, я на крыльце уснул. Отсюда ушел, на крыльце вырубил. Рыбацкий. Рыбацкий рулет. Это настоящий напиток, да? Не то, что вот мутный этот материк. Так. Пак, чайку, да? Чайку. Завершающий вечер. Завтра собираемся выезжать до дома. По пути, наверное, порыбачим все равно, да, где-то там. Посмотрим, что да, Да, как погода, как что чем. будет. Скучно, Паш, будет без нас, да, Павел Иванович? Ну да. Будешь вспоминать нас? Как не вспомнить, конечно. Паша, кстати, предложил Андрею приехать сюда с семьей. Да. Баньку затопит. Баньку уже топлю, да? Уже неделю топит. Так и не растопил, блин. Нам приеду свою придется Пашка затопить, блин. Только не черная у меня баня. Тя, возьми. С бруса. А, друзьям, вон, друзья, вам. Это ваше, все налито, все. Значит, мне уже объяснять не надо под конец. Да, свадьбы. все. Будем здоровы. По-любому, ну, Да, как не вовремя. Кто-то звонит. Валентина Васильевна. Чуть позже перезвоню. Супруга уже беспокоится. Темно, на связь не выходил. На связь не выходили. Ну. Вкусный, нет, бычий пенис? Не пробовал? Пока еще не пробовал. Но. Не пробовал, да? Давай попробуем. Попробуй обязательно. Вот здесь видел, быка-то ходит. Отрезали у него в живе. Да, отрезали, порезали. Бедный бык. А что бедный? У него еще один вырастет. Знаешь, где? Книжка. Какая? Что нашел?
Небольшой перерывчик. Говорю с женой. В смысле, какую пленку? Пленка, натуральная пленка, да? Вот, целлофановый пакет, да? Вот такой пакет. Целлофановый пакет. Ну. Как говорится, все уже, как говорится, такое есть уже. Давно. Что? Не, пакет видит или что? Я не понял. Да, и видит, и, как говорится, читает, и, как говорится, считает. Пакет. Да. То есть я просто пакет ложу на стол, он Да. видит, считает и считает. Да. Ты сам видел такое или что? Я, это как его? О, как же это называется тогда? Говорится, Ты это прочитал где-то или что? Не, журнал выписал. Выписывал журнал. А Журнал. пакет какого цвета должен быть? А? Пакет какого цвета? Такое простого, как говорится, Прозрачного цвета. прозрачный. Лежит пакет на столе, он Да. видит, слышит Да, и читает. Да. Да ладно. Да, правда. Да ладно. Уже давно. Давно, с какого года? Вот я тебе скажу 17 или 18 года. 1917 или 2017? Когда наши 2000. 2017. Нифига. А сколько он, наверное, дорогой стоит, нет? Нёхты. Не знаешь? Что, хочешь купить такой пакет? Нет, я, говорится, не покупать не собираюсь, я, говорится, я разорить не А как вот пойду. в пакете, вот это там же объектив, вот это микрофон, как вот это все? Стаи сцены уже устроены. А как там это? Батарейки же должны быть. А как пакет без Я батареек будет откуда работать? знаю, но, как она устроена? Нет, ты сам видел? А, в журнале прочитал. В журнале писал. А журнал как называется? Мурзилка? Мурзилка. Мурзилка держит. Или веселая картинка? Сейчас представляешь, он говорит, удивительно, Мша, не может быть. Ну, Есть такое, да? Ну, картофан пошел уже, как говорится. Как говорится, он масло залил, наверное, мало. Мало, да? И главное, не посадил. Не посолил? А картошку солить надо перед этим, перед тем, как кушать. Все, посолил, Андрей? хочешь получить картошку, чтобы она была зажарена, ее надо солить. Тогда получится она зажаристая. Когда солить? Если ты хочешь, чтобы картошка была зажаристая, я люблю зажаристую. Поджаренная. Поджаренную. А. Солить надо будет в конце. Да, да, конечно. Если ты вначале это сделаешь, она у тебя не Развалится. она будет разваливаться. Развалится, да, я в курсе. Ну вот. А по идее там, вот, чтобы типа картошка фри, все было, надо, вот, допустим, нарезал, и чтобы она не сырая, надо высушить полотенце еще надо, чтобы она сухая была. В масле потом она обжаривается со всех сторон, и получается четко. Чтобы влаги не было лишней. Ну так. Силикон. Кушай, кушай, Паш, что ты не кушаешь ничего? А? Чуть-чуть. Так тебе пуктуш. А, ты тарелку хочешь, да? Хорошо, так. Как говорится, горяченькое надо каждый день кушать. Окей, дальше. Чуть-чуть ты Видишь, дрожь какой номер? Троечка, наверное, где-то, да? Да, троечка. Водка, что ли? Ну. Как ты законсервировал? Водку не прошиваешь, чтобы давно не прошиваешь. Ну, если кость попадает, и все. Бульон запутуже. Бульон запутуже. Все. На, слушай, Все съел, понял? слушай. Поближе сядь. Сядь поближе, он слушай. Сядь, да. Не урони только. Положи, а то уронишь. Поближе Паш. сядь, да. Нормально, если нормально поставь, ешь, за столом. по-человечески поешь. Хлеб возьми, майонез он возьми. На хлеб. Сядь вот, садись, Ни кушай. хрена. Как говорится, ну, Вкусно? вкусно-то вкусно, да. Горячее. А, еще и горячее, да? Горячее сырым не бывает. Ну, как говорится. Приятного аппетита. Да. Приятного аппетита. А где у нас у друзей? А вот.
Это знаешь, у кого четвертая стопка, Паш? Павел Иванович? Это у моих друзей, которые по ту сторону экрана. Да? Так, да. 30 тысяч где-то примерно. Понял. Надо было перевернуть, включил, да? Ничего же. Ты тоже мой друг, да, Паш? Ох, Прикинь, Андрюха понравился, Павел Иванович говорит, блин, мужик такой, говорит, классно, говорит, почему, говорит, это, где ты его нашел, говорит, такого? Я говорю, в смысле, где, говорю, мы вместе в школе учились. Он так говорит, да ладно, ой, я не помню, как мы в школе вместе с Андреем учились. Только он в А классе, я в Б. Так что вот такие дела. У меня, Павел Иванович, все друзья хорошие. А как иначе? В разведку пойдешь с плохими друзьями? Так. Я тоже так считаю. Друзьями всегда остаетесь. Друг должен быть другом, а не портянкой, правильно? Вот так вот. Друг никогда не оставит в беде, правильно? Я тоже так считаю. Это морковка. Морков, ни хрена это, он дал. Ну да, сейчас пару слов еще. Ну что, друзья, в принципе, у нас как-то вот так обедаем, кушаем, немножечко употребляем, немножечко, потому что завтра уже все, завтра день выезда. Ну не, друзья, что мы тебя снимаете. Ну да, Паш, Павел Иванович, передай привет моим друзьям, скажи. Привет каналу Коми Рыбак от коренного жителя Коми деревни. От скаляпа, как говорится, весь привет. Вот так. Друзьям канала Коми Рыбак от жителя Коми деревни Скаляп. Ура, 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 да? Ну ты скажи сам. Это он все скажет. Потом можешь себя по телевизору посмотреть. Нет, я не хочу говорить. Нет, ты сам себя потом посмотришь и увидишь сам себя. Нет, зачем? По телевизору. Что, серьезно? Зачем? Это тебе не пакет, который говорит и показывает Москва. Это настоящий телевизор с батарейками, да? Да? Ладно, друзья, до завтра. Завтра будет день, будет пища. Всего доброго. Павел Иванович. Вот тебе босяцкий подгон. Просто, у нас осталось, мы ходили на недельку, а осталось, не доели. Вот Нормально. кабачки, овощи, фрукты, хлеб. Кабачок. Пожаришь его. Нормально, да? Готовить умеешь? Я на повара Или затушишь. На повара учился? учился. Где? На зоне. Понятно. Ну, значит, у тебя проблем с готовки нет, да? Все нормально приготовишь, да? У меня проблем Всё. не было и не будет. Все, доедаем ужин. Павел Иванович собирается домой. Нам тоже завтра дома, не знаю. Завтра придешь провожать нас, нет? Придешь, да? Отлично, все хорошо. Во сколько? Не знаю, посмотрим, как выспимся. Сильно рано не будем. Мы пока соберемся туда-сюда, пока будем весь. Примерно. Не знаю, часиков 10, я думаю, да, Андрюх? Да, там что, примерно, да. Так что приходи провожать, если что. Конечно, я пойду. Все, друзья. Куда я не забуду. Печально, уже грустно. Уже грустно, потому что скоро приходится расставаться с этой прекрасной деревней, с этими гостеприимными коми-людьми. Огромное тебе спасибо, Павел Иванович. Ты спасибо. Нам спасибо. Как говорится, помогаем друг другу, да? Все верно. Закончился еще один день, закончилась еще одна серия. Но это только серия. Впереди еще очень много серий, впереди еще очень много рыбалок. С Андреем мы уже договорились, будет у нас рыбалка по первому льду, будем рыбачить на Налима. Андрей у меня первый раз в гостях, но не последний, это точно, правильно? 100%, брат. Так что, 100%. друзья, кто еще не подписан, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать. И проверяйте иногда, колокольчик не всегда срабатывает, это я вам говорю точно. Зашли на канал, проверили, есть новый ролик, нету нового ролика. Сейчас у меня будет небольшая задержка, потому что 2-3 поездки у меня одна за другой, картошка. Я не знаю, когда это буду всем этим заниматься, но это будет на канале, пусть небольшим опозданием, но все-таки будет.
Так что, друзья, всем пока. До завтра. Завтра будет у нас день расставания с коми-деревней, вот с такими вот коми-людьми. Да, Паш? Люди, добрейшие люди, простые люди, без всякой хитринки. Правда, у него бегают иногда глаза такие хитринкой. Но вот, видишь, как сейчас вот, да? Ну нет, хорошие люди здесь живут. Жалко их, что с каждым годом все меньше и меньше. Ну, как получилось, мы вам показали. Все же, теперь точно всем пока. До завтра. Паш, помаши рукой. Скажи, до свидания, друзья. Как Брежнев. Так же помашем. Медленно, медленно.